Сегодня у нас в институте в связи с проведением шаттла находится один из самых крупных психологов Республики Беларусь, доктор психологических наук, профессор Фурманов Игорь Александрович. И было бы неправильно не получить от него определенную информацию о развитии психологической науки в Республике Беларусь. И тому, Игорь Александрович, по-видимому, начнем с того, что когда, скажите, и как вы пришли в психологию? Это было давно. Да, биографическая история. Фактически, если так можно подвести итог, как я пришел в психологию, это было стечение случайных ситуаций. То есть я учился в институте физкультуры, и на втором курсе стал вопрос написания курсовой работы, и мне сказали, что есть такая наука — психология спорта. Для меня наука достаточно неизвестная. Я заинтересовался, стал немножко читать литературу, погрузился в научные исследования в области психологии спорта, изучал детские команды волейболистов. И так, в общем-то, потом все завершилось дипломом на эту тему, по психологии спорта. И меня, поскольку я успешно учился, закончил институт с красным дипломом, меня и успешно защитил диплом, и меня направили в аспирантуру в Центральный институт физкультуры, город Москва, на кафедру психологии этого института. И там я закончил аспирантуру, тоже продолжая работать в области психологии спорта. Защитил диссертацию в Институте психологии Академии наук, в докторском совете. Во сколько лет? 26. 26. Да. Закончил аспирантуру в 25, а 26 защитил кандидатскую диссертацию. Насколько мне известно, вы длительное время были самым молодым доктором психологических наук Республики Беларусь. А защита докторской диссертации во сколько лет? Диссертацию докторскую я защитил 38 лет. 38 лет. Да. Будучи уже работником Национального института образования. Да. У нас была там большая чернобыльская программа по реабилитации, социально-психологической реабилитации пострадавших от катастрофы. На базе этих материалов я защитил докторскую диссертацию. Игорь Александрович, Википедия дает разные данные о вас и о количестве ваших учеников. Сколько на сегодняшний день у вас учеников, кандидатов и докторов наук? 28. Кандидатов и один доктор. И один доктор, что наук. Теперь, Игорь Александрович, на сегодняшний день каков круг научных интересов ваших? Потому что, насколько я помню, докторская была посвящена агрессии. Нет, она была посвящена не совсем так, она была посвящена нарушениям поведения детей и подростков, где составляющей частью была, конечно, асоциальное и агрессивное поведение детей и, по сути дела, психологические причины возникновения этих нарушений поведения в ситуации дезадаптации. Мы изучали ведь тех детей и подростков, которые были переселены из пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы районов, их расселяли в разные города, в разные условия существования, и в них возникали трудности адаптации. И в этой ситуации как раз этими вопросами я и занимался. Сейчас я продолжаю заниматься этими же вопросами, но немножко сместил больше вектор исследований в область изучения все-таки не собственно поведения детей и взрослых, но в основном это эмоции. Эмоции, связанные тоже с агрессией, с насилием,
последствия агрессии, насилия. Больше акцент делаю не на причины возникновения агрессии, а на его последствия и преодоление этих последствий. И в большей мере в этом смысле, с моей точки зрения, мотивационным фактором, да, является вот нарушение уже эмоций, эмоциональных состояний, которые потом могут опять привести повторно к рецидиву агрессии и насилия в отношении окружающих. Насколько я знаю, вы уже длительное время возглавляете кафедру в Белорусском государственном университете. Сколько лет вы уже заведующий? Ну, я пришел в университет в 2000 году. То есть в прошлом году, 1 сентября прошлого года, исполнилось 25 лет, как я руковожу, в общем, психологическим направлением в Белорусском государственном университете. Первоначально это была просто кафедра психологии, но в связи с переизбытком сотрудников, которые с точки зрения психологии уже превратились в трудноуправляемый коллектив, мы разделили две кафедры. Теперь у нас в университете кафедра социальной организационной психологии, которую я возглавляю, и мы занимаемся сугубо вопросами, широкими вопросами и проблемами социальной психологии. И сейчас издали учебное пособие «Социальная психология. Коллектив нашей кафедры», которое рекомендовано Министерством образования в качестве учебного пособия для непсихологов. А вторая кафедра – это кафедра общей медицинской психологии. И у них специализация медицинская психология, они выпускают студентов по этой специальности. Мы выпускаем студентов по специальности социальная психология. Работает на кафедре, на кафедрах работает магистратура, как раз именно по социальной психологии. Сейчас мы планируем открыть англоязычную магистратуру, psychological management или psychology of management. Если так, то это психология управления. В основном это будет, конечно же, китайские студенты магистратуры. Еще аспирантура, докторантура. Насколько мне известно, Александр, вы длительное время возглавляете уже докторский совет по защите диссертаций. Следовательно, держите, в общем-то, руку на пульсе новейших исследований в области психологии в Республике Беларусь. Не могли бы вы перечислить, скажем, сегодня наиболее такие значимые проблемы, которые изучаются в Республике Беларусь и готовятся в качестве кандидатских и докторских диссертаций в Беларуси? Вы знаете, все ведь зависит не столько от перспективности развития каких-то направлений психологии, сколько от перспективности тематики кандидатских и докторских, которыми занимаются научные руководители или научные консультанты. Поэтому в зависимости от того, от наличия этих кадров, развиваются определенные направления. В большей мере, конечно же, это работы по социальной психологии, различные аспекты социальной психологии и психологии большей личности. Отчасти это могут быть работы по общей психологии. Но, к сожалению, в связи с вот этим таким кадровым голодом у нас осуществляются разовые защиты по медицинской психологии, по психологии труда и эргономики. Пожалуй, наверное, на моей памяти работы, которые были защищены. К сожалению, в связи с уходом из жизни определенных специалистов в определенных областях психологического знания, у нас действительно существуют некие провалы в целом ряде направлений.
историей психологии никто, как бы сейчас, я не Не помню, не занимается. занимается. Вот. Ну, по юридической, несмотря на то, что есть специалисты, вот, ни одной защиты не было по юридической психологии. Вот. По другим направлениям. Но я еще раз говорю, что все зависит от наличия специалистов и их желания иметь аспирантов или докторантов. Да, К сожалению, разумеется. такой мотивация такая у специалистов, имеющих склонность к научной работе, она постепенно снижается. Но для этого есть, наверное, какие-то другие причины, независимые от наличия совета, от наличия каких-то других причин. Я знаю, вот, что много за последние годы вышло ваших учебных пособий. Сколько часов в день вы работаете? Есть ли какой-то средний показатель, скажем? Ну, я в основном работаю полный рабочий день, который мне отведен. Но дело в том, что я один раз пошутил, и меня профессор Журавлев, российский известный психолог, да, Анатолий Локтионович, он меня не понял. Потому что я сказал, что я 8 часов в день работаю на государство, а потом работаю на себя в выходные. Он так удивился, говорит, что значит на себя? Я говорю, ну я пишу книги, пишу статьи в соответствии со своими научными интересами, потому что сидя на так сказать, государственной службе, обеспечивая учебный процесс в ВУЗе, времени на связанное из-за чехардой, что постоянно меняются учебные планы, а следовательно меняются учебные программы, а следовательно меняется то, третье, десятое, то есть получается ты вынужден это все контролировать и готовить в определенные сжатые сроки. Поэтому я на работе занимаюсь только вот этой вот методической и другой работой, а на себя я работаю в выходные, да, суббота, воскресенье, может быть в ущерб семье, но я вынужден просто заниматься публикационной активностью, развиваться. Ну и все-таки тогда возникает вопрос, чем занимаетесь в свободное время? Семьей Семьей. не хватает времени на семью, к сожалению. Да. Уходишь утром, приходишь вечером, и от этого так стараюсь. По существу хобби это семья. Ну, когда был молодой, то были какие-то хобби. Сейчас вот такие хобби, как там собирание значков, марок, там, я не знаю, собирал многие какие-то вещи, занимался собирательством, там, да. Уже этих хобби нет, поэтому больше уделяю внимание семье. Ну и, пожалуй, последний вопрос. Что бы пожелали молодым людям, которые только сейчас приходят в психологию и начинают этот достаточно трудный и тернистый путь? Ну, вы знаете, я бы посоветовал избавиться от кучи мифов, которые существуют вокруг психологии. А если они хотят заниматься еще академической, то есть имеется в виду наукой или практикой, они ориентируются на какие-то действительно существующие мифы. Ну, во-первых, если они хотят заниматься наукой, они должны понимать, что это большой колоссальный труд. Это не написание курсовой, это не написание, условно, даже дипломной, диссертация, а смысла нет идти в академический вуз и не писать диссертацию, кандидатскую или там, смысла абсолютно нет. Да? Просто преподавательская работа, но она, согласно законам психологии, повышается порог, и она перестает через год, 2, 3, 5 приносить удовольствие. Она превращается в обычную рутинную работу. Вот я 25 лет хожу и со дня в день, из года в год читаю одни и те же курсы. Ну, там я что-то обновляю, дополняю, но это все равно одна и та же тематика. Вот, например, я читаю
психологию активности и поведения, Ну да, и у вас же психологию, книга есть. да, и психологию эмоций и мотивации. Тоже я написал книгу, но я все равно преподаю это. Поэтому это обычно такой рутинный труд. Но в этом смысле, действительно, если человек хочет заниматься, работать в ВУЗе, он должен думать над тем, чтобы написать кандидатскую диссертацию. А это большой труд, это отказ себе в чем-то, там, в каких-то ограничений, да, и так далее. Те, кто хотят заниматься практической деятельностью, они должны понять, что работа психолога-консультанта – это еще более тяжелый труд, чем академического психолога, потому что она связана с эмоциональным выгоранием. Она связана... Многие думают, что вот психологи гребут деньги лопатой. Неправда. Неправда. Во-первых, такая конкуренция на этом рынке, чтобы добыть себе клиентов, нужно тоже приложить труд, стать известным, стать понятным. Ошибочно думают, что вот я там что-то выложил в интернете, и на меня завтра побегут люди там прямо, там просто очередь будет стоять. Это неправда. За клиента надо бороться. А бороться чем бороться? Своими знаниями, своими умениями, своей подготовкой. Да? Вот, поэтому вообще в принципе, что работа психолога – это большой труд. Действительно тяжелый труд, связанный с эмоциональностью. И это самое важное, что эмоциональное выгорание, профессиональная деформация – это угрозы, которые сопряжены с нашей профессией. Спасибо, Александр Ильич. Вы сегодня первый раз в стенах нашего института, но будем надеяться, что впереди целый ряд встреч у нас с вами, что будет благодатно сказываться для развития психологии в самом широком контексте в Витебском регионе. Ну, я сегодня уже в интервью сказал о том, что один из важных аспектов психологической работы – это повышение психологической компетентности педагогов. Поэтому вот в этом ключе я готов сотрудничать с этим институтом в плане того, что если психологически подготовленные будут психологически подготовленные, эрудированные, знающие педагоги, исчезнут очень много проблем, которые существуют в современной школе.